студии РНТВ Игорь Прокопенко. Здравствуйте. В кошмарном сне не приснится то, что сегодня происходит на Украине и вокруг нее. Танки и вертолеты утюжат Донбасс. Шахтеры встают живым щитом против танков на подступах к своим городам и поселкам. А решение на проведение военной операции принимается на совещании в Киеве, которое проводит лично директор ЦРУ. Во как! Что происходит сегодня на Украине? Как там живут простые люди? И почему события в этой самой благополучной, когда-то бывшей Советской Республике уже спровоцировали политический кризис небывалого масштаба? Это Ивано-Франковск, административный центр Ивано-Франковской области и один из крупнейших городов на западе Украины. Он славится своей необычной архитектурой. Здесь смешано множество стилей, направлений и культур. Ведь за свою 300-летнюю историю Ивано-Франковск постоянно менял подданство. В 17 веке его основали поляки, но через 100 лет он достался Австрии, а после стал частью Австро-Венгерской империи. После Первой мировой войны он был столицей Западноукраинской Народной Республики. И в 1939 году вошел в состав СССР. Сегодня местные жители снова с надеждой смотрят на Запад и с удовольствием бы опять поменяли паспорта на европейские. Кстати, мало кто знает, что польский гетман Анджей Полоцкий основал Ивано-Франковск как крепость для защиты от набегов именно запорожских казаков. И спустя столетия волнения на востоке страны здесь снова воспринимают как настоящую угрозу. Эксперты считают, Запад и Восток Украины плохо понимают друг друга потому, что исторически на протяжении столетий они были частью разных государств. Территория Западной Украины была то в составе Польши, то Австро-Венгрии, а Восток был частью России. Сейчас, по мнению аналитиков, давние противоречия специально разжигаются. Мы видим, как натужно за американские, европейские деньги делается все возможное, чтобы, используя недальновидных политиков, непросвещенное население, организовать в Украине гражданскую войну. Это как максимум, как минимум, провести государственный переворот с целью захвата власти. Разные герои, разные языки, даже разные религии. Например, в Ивано-Франковской области большинство жителей не православные, а греко-католики. Это собор Святого Юра, главный греко-католический храм Украины. Обряды здесь сохранили византийскими, то есть практически такими же, как и в России. Но вот подчиняются прихожане и духовенство Папе Римскому. И для экспертов давно не секрет, что Краков для местных жителей намного роднее и ближе, чем Киев. Сотни ивано-франковцев в ноябре прошлого года уехали отсюда в столицу на Евромайдан. Среди них был и Руслан Коцаба. Там он жил в палатке, надеялся на скорые перемены и хотел, чтобы власти страны как можно быстрее подписали соглашение с Евросоюзом. Не думаю, что стало лучше жить. Все-таки сейчас период депрессии. Майданный, такие майданный подъем, Восторг Майдана сменился по синусоиде на разочарование. Во-первых, никаких требований Майдана не выполнено. Реально, ни иллюстрации не было, ни с коррупцией не борются, не установлены виновные, которые людей на Майдане расстреливали. Только вот вчера я читал, что убили активиста Майдана. На Евромайдане во время массовых беспорядков Руслан повредил ногу и решил вернуться домой. Правда, оказалось, что возвращаться некуда. Его уволили. Как и тысячи других украинцев, он потерял работу из-за экономического кризиса, из которого страна не может выйти уже несколько лет. А в Ивано-Франковске с трудоустройством последние 20 лет было всегда сложно. Советские предприятия химической, энергетической и сельскохозяйственной отрасли практически пришли в упадок.
Бюджет области на 70% датируется из государственной казны, а средняя зарплата в Ивано-Франковске на 20% ниже средней зарплаты по стране. Теперь семья Руслана на полном обеспечении жены. Мужа этот факт не смущает, так как их ячейка общества стала еще на один шаг ближе к заветной Европе, где мужчина может спокойно взять декрет, а женщина добывает деньги. Так что в 48 лет Руслан примерил фартук домохозяина и занялся воспитанием детей. А в перерывах между стиркой и стряпней он начал готовиться к войне, которая, по его словам, может начаться в любой момент. Я уже знаю, где есть бензин, электрика. Купил себе солнечные батареи, чтобы подзаряжаться. Я подготовился к тому, что в один прекрасный момент исчезнет свет, газ, вода, и нужно будет спасать семью. Мобилизация наступила. Думаю, это многие сделали. И как ты готовился? В первую очередь мне нужно спасать детей. Я уже приблизительно знаю, где я спрячу жену и детей. Тобто я вже собі приблизно передбачив, де я можу дружину і дітей сховати. По-друге, мені треба буде що воювати. Во-вторых, скорее всего, мне придется воевать. Потому что я мужчина. То есть мне нужно защищать семью и государство. Или остатки государства. Я уже и не знаю. Руслан гордо рассказывает о том, что готов к войне с Россией. Правда, не сразу признается, как и где именно зарабатывает жена. Ульяна Кацаба – известный кондитер. Из сахара и мастики она делает настоящие сладкие шедевры. Ее торты пользуются большой популярностью, а главное, хорошо продаются в России. И как раз во время съемки она находилась в Ростове-на-Дону. Думать о том, что будут есть их дочери, если война все-таки произойдет, он не хочет. Не смущает Руслана и то, что сейчас его супруга находится буквально у заклятого врага в заложниках. Этот своеобразный памятник российским агрессорам появился в центре Ивано-Франковска пару недель назад. Он стал настоящей достопримечательностью. Его показали по телевизору, а молодежь охотно фотографируется на его фоне. О возможной войне с Россией здесь говорят постоянно. Многие единодушно заявляют, что большой северный сосед уже напал на Украину. А в ближайшее время начнется новая крупномасштабная военная операция. В доказательство этой теории Руслан приводит в пример российские учения, которые проходили в Ростовской, Белгородской и Тамбовской областях. В мирные цели этих маневров он не верит. Будет какая-то масштабная провокация ближе к выборам. Если выберут законного президента, которого признает мир. По логике России нельзя на это соглашаться. Думаю, она нам приготовила неприятные сюрпризы. І швидше всього, що якраз от в той момент, то після 25 травня, саме починається цікаве в лапках. Тобто, оті війська мають якраз Думаю, те войска, свою функцію. как в театре висит ружье, и оно должно выстрелить. Пусть в последнем акте, так и здесь есть войска. От так само і тут, розумієш? Якщо є війська, это же не просто так. Это полевая кухня, в палатках люди мерзнут. Это ж не просто так. Миллионы, миллиарды тратятся на их содержание. Это испытание. Чтобы мы показали, есть ли у нас желание защитить государство. Есть и природная усталость. О войне здесь говорят все. И Руслана это ничуть не удивляет, особенно после того, как в Крыму подняли российские триколоры. На вопросы о Крыме Руслан отвечает спокойно. Говорит, что никогда не считал его частью Украины, отдыхать там не любил и не завидует русским, которые только собираются туда ехать. А главной проблемой полуострова он считает татар. Русские должны ожидать Варфоломеевской ночи со стороны татар. По меньшей мере Варфоломеевской ночи с боку татар. Потому что татары имеют большую рождаемость, они более динамичны, у них есть единая религия. И кроме Крыма, татары больше не знают и не имеют земли. Есть украинцы, они могут бежать в Украину, а русские — в Россию.
Но татарам некуда бежать. Это их земля. Татар загнали, реально, в угол, из которого они могут выйти только путем ночи ножей. Чечня спрячется. Если начнется поножовщина, татары на эту обиду не имеют другого шанса ответить. Вони не мають шансу відповідати, крім образи. Ну, реально, це... Мне просто жалко, что сделают с курортом через 5-10 лет. На курорте будет поножовщина. Будет одна из самых неспокойных точек. Сейчас многие эксперты опасаются, что если лидеры Майдана не перестанут накалять обстановку, в стране может начаться гражданская война между Западом и Востоком, которых по-прежнему многое разделяет, даже на уровне культурных ценностей. Пока на востоке страны, в Харькове, устанавливают памятник русскому поэту Владимиру Высоцкому, на Западе торжественно презентуют памятник австрийскому императору. На Востоке лидера ОУН Степана Бандеру ненавидят, приравнивая к нацистам, а в западной части его чтут. Недавно Бандера и главнокомандующий УПА Роман Шухевич стали почетными гражданами Ивано-Франковска. Меня волнует, когда говорят Бандеры. Когда говорят «Бандера», я не могу этого пережить. Я говорю, никто вас не держит. Никто не ущемляет язык, никто не ущемляет. Хочешь, говори по-русски. Штокай сколько хочешь. Тебе никто ничего не скажет. Но я, как слышу «бендеровцы», я не могу этого пережить. Я бендеровка. Дети здесь родились. Я и детям своим говорю, дети бендеринята маленькие, потому что здесь родились. И подружка у вас бандеровка. Бандеровка. Клавдия Аксентьевна давно на пенсии, живет одна. Ежемесячно она получает пенсию 1160 гривен. В рублях это примерно 3500. 300 гривен она платит за коммунальные услуги, 400 уходят на лекарства, еще 100 нужно положить на телефон. На оставшиеся приходится просто выживать, как и другим ее соседкам. Правда, выручает огород на даче. Пенсионерка не покупает в магазине картошку, морковку и капусту. Но такое подспорье есть не у всех, и многие боятся нового повышения цен. Это самое страшное. Особенно за газ и за свет. Это самое страшное. Я за это больше всего переживаю. Мне кажется, что я просто уже не выдержу. Тоже гипертоник, 2-я группа инвалидности. Тоже. И вот нас всех, вот именно вот таких вот пенсионеров, как мы, нас угнетает, нас на тот свет отправляют. Что мы не выдержим. Я уже забыла, когда я ела не то, что там мясо, а сосиску даже. Самую дешевую. Что я уже ее не ем. И просто нет за что даже купить. Хлеб, молоко, каша гречневая, ну еще овсянка. Вот это еда, такая у пенсионера. Для своих соседок Клавдия Аксентьевна настоящая счастливица. Одной из ее дочерей удалось стать гастарбайтером. Уже 10 лет она живет в Италии, получает 900 евро в месяц. Для ивано-франковцев настоящее состояние. По статистике, ежегодно на заработки в Европу отправляются примерно 1 миллион украинцев. В Испании, Италии, Португалии и Польше они работают сиделками, дворниками и строителями.